Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях интереснейший гость, легендарный гость. Дочь Фатыха Карима, поэта и воина, классика татарской литературы Лейла Фатыховна Каримова. Сама она легендарная женщина, она интересуется, исследует жизнь и творчество своего отца. Она встречается с людьми, бывает, она продолжает это великое дело и исследует жизнь Фатыха Карима. Лейля апа, скоро откроется новый музей Аваитова, хотя он, конечно, лет 50 уже, как создается, но теперь с помощью президента Татарстана, с помощью материальной помощи Татарстана откроется музей. Как вы думаете, вот какой смысл главный, какой-то символический, иной вот этого действия? Вас это как-то волнует, как вы воспринимаете это событие? Конечно, это очень здорово, что вот именно реконструируется музей, потому что условия меняются, материалов накопляется очень много. Сейчас особенно и книги начали издаваться новые, и на двух языках, и на русском, и на татарском, и материалов очень много в связи с поездками. Что нового появилось вот за эти 20 лет? Да, вот какие факты вот удивительные, которые меняют даже отношения, расширяют отношения, понимание Фатыха Карима? То, что стали издавать его книги, и тем более на двух языках, и на русском, и на татарском, и то, что вышло факсимильное издание его фронтовых блокнотов, и то, что вот мне приходится встречаться очень много в школах, гимназиях, в разных учреждениях, раньше не все в поездках. знали о репрессии, о том, что в тюрьме он сидел. Да. И в основном за фронтовые стихи, конечно, народ любит творчество Фатыха Карима, потому что фронтовые стихи его поразительные. Но вернемся, если к музею, то, конечно, в первую очередь я вспоминаю маму. Как бы она радовалась, потому что у истоков того еще первого музея были именно она и Хатыря апа Гизатуллина. Это учитель татарского языка и литературы. Моя учительница татарской литературы. Да, ваша учительница. Они уж так они болели, что вот в родное село Фатыха Карима там любят, помнят, семью помнят. И тем более ведь у папы родственников очень много, старшие братья и сестры, их наследники, их внуки, их дети, их много очень в Уфе. И поэтому это было тоже большим событием. Открытие самого первого музея, это был еще финский деревянный домик. А в 1999 году, к 90-летию со дня рождения, вот усилиями и жителей села Аитова, и администрации, конечно, Ильдара Гимаева в первую очередь, построили новое кирпичное здание музея с новыми экспозициями, с новыми стендами, более расширенные. И там впервые были показаны вот именно самые тяжелые годы в жизни Фатыха Карима, это годы репрессий. Впервые вот так публично было все это показано. И это еще более людей волнует, еще более переживают за Фатыха Карима, что ему пришлось перенести, что он жив остался. И затем после репрессий сразу, почти не побывав дома, там несколько дней всего уходит на фронт со словами «Родина в огне, мое место на фронте». Вот это людей очень волнует и заставляет как-то еще более вот внимательно относиться к его творчеству. Для меня, конечно, это очередное событие, потому что действительно старое помещение уже не вмещает всех материалов, которые накопились за эти годы вот, о жизни и творчестве Фатыха Карима. Спектакль Мизинского театра вышел, документальные фильмы вышли. Да. Вероятно, в музее будет возможность просматривать записи, смотреть документы. Потому что есть фильм об открытии нового памятника Фатыха Карима, есть фильм и материалы, снятые, что жители Владимирского сельсовета, вот Багратионского района, поставили 2 года тому назад гранитный камень с мемориальной плитой. Этот камень установлен на месте гибели Фатыха Карима. Раньше мы искали там эту высоту 37,8, вычисляли по столбам, вот где-то когда-то нам показали люди, которые нашли это захоронение. А теперь, сейчас там гранитный камень с мемориальной плитой. Что именно здесь был убит татарский поэт Фатых Карим. 19 февраля 1945 года, трижды раненый в бою, в один день трижды раненый в одном бою, который шел сутки. И ведь правда, что вот таких героев,
которые вот и несколько раз раненые возвращались на фронт, и в один день он командир саперного взвода и воевал, и написал 158 великолепных стихов, 2 поэмы, 9 пьесы. поэм. 9 поэм, 9 да. поэм, одну Поэм. пьесу, Это все в 2 окопах. повести. Такого поэта, такого воина одновременно, такого масштаба, с таким творчеством. Видимо, у него самые плодотворные годы пришлись после освобождения из тюрьмы на фронт. Но тогда смерть рядом он все равно творил. Я считаю, значение вот этих произведений в том, что они написаны вот не в тиши кабинетов, не после войны, когда можно размышлять, когда можно осмысливать это все, когда много литературы, много справочников, а именно он писал в окопах по следам. То, что сегодня увидел, ночью он написал. Он почти не спал ночами. Он переписывал, писал. Если не было бумаги, то он в голове вынашивал свои произведения и нам в письмах писал, что знаете цену бумаги. Вот у меня очень много готовых произведений в голове, но у меня нет возможности писать, нет ни времени, ни бумаги. И все-таки он находил возможность на каких-то отрывках. Сам сшивал маленькие блокнотики такие из узких листочек бумаги и туда все записывал, все, что у него выносил в голове в течение дня или в течение какого-то времени. И таким образом вот во время войны все его стихотворения, к счастью, почти сохранились, потому что он регулярно их посылал, находил возможность посылать в редакции газет и журнал «Совет Эдебияты», и «Кызыл-Татарстан» газета. Самые активные во время войны, кто печатал стихи Фатых Карима, именно «Кызыл-Татарстан». Люди знают наизусть. Вот «Конграулы яшли гармон», гармончы Аюхам Жерче Маймул, вот эти стихи. Ватаным үшін ант. Вот ант, басарлар тапты жеребізні, все знают. Илин турында, Үлем турында уйлама, илин турында уйла, илин турында уйласаң, ғұмырың ұзын бола. Это вот это все его, нарицательные, крылатые слова. Да, крылатые вот слова, которые служат эпиграфом. Но есть еще молодежь, которая стихи мало читает, особенно на татарском, например, подмосковные ребята из Дмитриева, это вообще не татары, да. Да. Или калининградские есть. Да. Вот они за счет чего, интересно, вот интересуются, приезжают, что они увидят, приехав в Аитово теперь? Они же приезжали. Конечно, они увидят родное село, где начиналась жизнь, где родился Фатых Карим. И меня тоже удивляет, особенно вот приезд дмитровских музейщиков. Там есть такой музей «Строка, оборванной пулей». Они ищут материалы, занимаются поиском материалов поэтов, погибших на войне. И когда они наткнулись на Фатых Карима, вот в интернете материалы есть, они заинтересовались, кто такой Фатых Карим. Узнали, позвонили в Казань, им сказали, что я еще жива, живу в Казани, связались со мной и приехали сюда. Целая делегация большая приехала. Они такие подвижники, они столько материалов собирают. И потом мы с вами ведь вместе провели их по всем музеям. И музей Тукая были они, и музей Джалиля были. И все места, связанные с Фатых Каримом, мы им показали. Они все это снимают, все это рисуют, все это запоминают. И когда я к ним приехала, они меня попросили открыть занавеску в том музее. Я открываю, а там триптих, посвященный Фатых Кариму. Из тех материалов, которые я им дарила, которые я им присылала, которые они увезли с собой, вот так открывается триптих, и там все материалы Фатых Карима. Закрывается, и можно это вот... Там у них место небольшое, вот такой вот музей небольшой, но там столько материалов, они столько собрали вот этих вот и оружия. То, что вот во время войны вот находили они, там каски, какие-то ружья, какие-то котелки, вот это все. А начали они с Павла Когана, потому что Павел Коган, он как раз родился в Дмитрове. Разведчик, вот погибший в 1942 году. Я не знал об этих ребятах, но я помню стихи Когана. «Не до ордена была бы родина с ежедневными Бородино». Да. И вот эти ребята вместе со своими руководителями, у них руководители настоящие подвижники, приехали в Казань. Потом они ездили в Аитово, потом они ездили в Багратионовск, разбили там палатки на берегу озера на улице Фатых Карима. Улица Фатых Карима в городе Багратионовске пересекает огромное озеро Лангер. Очень красивое место. И вот они разбили палатки, жили в этих палатках, и все тоже там изучали, исследовали, фотографировали. Потом второй раз приехали в Казань. Им мало было одного раза. Они второй раз приехали в прошлом году. Это далекий путь. Да, вот такие они подвижники, они настоящие исследователи, настоящие тоже, поисковики. Честно скажем, Лиля Апа, вот вам уже, в общем-то, лет немало.
Вот, 9-й по секрету, десяток да, пошел. ну, я понимаю, что вы бывшая чемпионка университета по велосипедному спорту Татарстана. или Татарстана. Перед вами чемпионка Татарстана Ладно, по уж это было велосипеду. так Какого давно. года? Ой, там 50-е годы это. 50-е годы. 57-й, Жили вы на 58-й, Миславского, где сейчас начинается. Черное озеро, пересекается улица Дзержинского, пересекается с улицы Миславского. Это за корпусом КАИ. Но все равно это же не близкий путь Калининград ехать. Вы, я помню, кажется, второй раз уже за последний год съездили в Калининград. В Калининграде я нынче 2 раза была. Так? Да. Почему так часто зачастили? Там замечательные люди живут, настоящие тоже. Вот они стали моими такими близкими людьми, просто родными буквально. Во-первых, они встречают великолепно. Во-вторых, они все собирают о Фатехе Кариме. Они с таким уважением относятся к его памяти. Ведь с момента нахождения этой могилы первый, кто вот обратил внимание и был потрясен, что это татарский поэт, Максим Петрович Юрлов, председатель местного сельского совета. На него произвело впечатление вот какой-то волшебный татарский поэт. И они там поставили памятник, они ухаживали за ним. Все время там живые цветы. Туда приезжали и моряки, и танкисты. Там ведь очень много было военных частей. И пионеры, пионерский отряд имени Фатеха Карима. Моряки принимали присягу, проводили комсомольские собрания у могилы Фатеха Карима. А потом, когда разрозненные могилы стали объединять в мемориалы, вот это захоронение, там Фатех Карим не один ведь похоронен, там 10 человек захоронено. Вот это все захоронение было перенесено в город Багратионовск. А в 1907 году памятник... В 2007 году, да, памятник стал уже разрушаться, уже устарел, стал рассыпаться, и жители города Багратионовска на свои деньги, на свои средства, никому не обращаясь, ни у кого ничего не прося, поставили новый гранитный ансамбль. Причем по краям вот этой плиты мемориальной еще 2 плиты гранитные, на которых высечены стихи Фатеха Карима. Это удивительно. Об этом есть фильм даже. Скажем, какие вы подарки делаете будущему музею новой экспозиции? И что за экспонаты? Да. Калининградская область выступила первой в России инициатором межрегионального литературного конкурса имени Фатеха Карима. Писатели Калининградской области. Писатели Калининградской области, писательская организация. Сначала у них был областной конкурс первый, а затем уже вот в 18-19 год уже межрегиональный. Вот нынче было прислано более 200 работ. Со всей России? Со всей России и даже из рубежа. Это конкурс, и даже из рубежа. Это конкурс имени Фатеха Карима? Имени Фатеха Карима «Ты сердце не жалей поэта». Это из стихотворения Фатеха Карима. И прозаики, поэты пишут свои лучшие произведения. Там несколько номинаций. В основном, конечно, о любви к родине, о дружбе, о товариществе, о патриотизме. Вот, темы вот такие. Союз писателей Татарстана тоже ездил? Данил Салихов вместе с вами? Да, в прошлом году он ездил, и нынче мы целой делегацией летали вот именно в феврале. Совместная акция, да, получается. Там Калининградское общество татар, Кардашляр, проводило каримовские чтения. И прошли они с таким, как сказать, вдохновением, что ли. Вот до сих пор люди звонят и говорят, какая была замечательная встреча. Мы так много нового для себя открыли и узнали. И вот призы. Вы вам не подарите вот эти красивые скульптуры? Призы Калининградского союза писателей, победителям и номинантам конкурса вот такие. Вот в 1917 году вот такой вот был приз. В 2017 году был вот такой вот приз. 1, 2, 3 место. Победителем конкурса. Да, победителем конкурса. В 2018 году вот такой они сделали приз, а в 2019 году немножко изменили вот такой вот приз. И я привезла Раузе Хузе Ахметовой вот этот приз за 2 место. Она заняла в конкурсе имени Фатеха Карима 2 место из Казани. Из Казани. Она мне звонила, мы с ней созванивались и договорились, что мы в торжественных условиях вручим ей этот приз и диплом. А эти конкретно вы нам не подарите? Я привезла для Аитовского музея, для нашего музея, и если останется, я с удовольствием конгресс татар. То есть вот эти экспонаты будут в музее, который вот скоро откроется музей в Аитово, и там будет даже из Калининграда вот эти награды, свидетельство победителя конкурса. Да. А это вот единственный приз у меня, вот это для Раузы Хузе Ахметовой.
Тогда эти А два эти будут призы в будут в Аитовском Аитово. музее. Я буду счастлив, как да. И в нашем уроженец музее этих точно такие краев. же будут. И в нашем музее, в нашем музее в историческом, будут тоже такие же эти знаки конкурса. Вот скоро мы, наверное, вы поедете на открытие музея? Обязательно. Там, обязательно, наверное, гостей будут конечно. приглашать. И... Я хочу еще отметить, что вот на этот конкурс, который проводился вот в Багратионовске нынче, вот недавно, да, в мае месяце, приехали даже из Донбасса. Из Донбасса один поэт приехал, двухметровый такой Андрей Максимов. Вот, замечательные стихи у него, и он тоже был лауреатом этого конкурса. И я привезла только что изданные книги «Кангарау и Шильгармонь» и на русском и татарском языке, и все номинанты и победители конкурса теперь имеют эти книги. Книги уехали в Новосибирск, в Тулу, в самые разные места, в Донбасс, в Армению. Ну, в общем, очень-очень многие регионы нашей России. Теперь есть книги Фатеха Карима и на русском и татарском языке. Еще какие-то другие новые экспонаты вы будущему новому музею даете, кроме этого? Какие-то документы, новые книги. раритеты? Во-первых, новые книги. Я всегда пополняю библиотеку Аитовского музея всеми изданиями, какие выходят. Газеты, книги, журнальные В завершение статьи, еще один фотографии. секрет. У вас есть зеркало, Да. которое висело у вас дома, в котором Которое видело всё. видела и папу, и маму, и Аду, вашу сестру. И арест папы. Да, и арест, И все видела, как возвращение его и с войны. возвращение, и уход на Возвращение войну. его на войну, вернее, возвращение его И из пишущая заключения, машинка, на которой мама печатала. уход на войну. И книги, которые читал Фатех Карим и делал пометки. Да. Его Вот. самое любимое издание, его, И которое он хоть приобретал, куда когда был дадите. молодым. В Аитово или в Казани Пока я с оставляете. ними Это не могу раритеты. расстаться. Это такие раритеты. Когда я об этом говорю, работники Национального музея начинают злиться, ругаться, что я хочу угнать, увезти. Но тем не менее, такие предметы, Нет. исторические раритеты Его есть. самые любимые книги — это полное собрание сочинений, академические издания Пушкина, Лермонтова, Байрона. То, что он успел купить Ну, хоть что-нибудь в Аитово молодым. дайте. Поэтому, возможно, но пока я с Книги ними не могу какие-то. расстаться. Да, пока я с ними И расстаться. блокнот Фатеха Карима с фронта. Да, блокнот — это уже Вы с собой такой носите? раритет. Это последний фронтовой блокнот. Как Пока видите, он мы хранится у меня. видим историю перед нами. Мы помним, знаем Фатеха Карима, потому что Лейля Фатеховна Каримова, она сама и живая история, и она кладезь, как бы такой информации и хороших чувств, и ее дом, ее архив, это тоже своеобразный музей, но большую часть таких сокровищ скоро вы увидим в новом музее в Аитово. Вы поедете туда? Обязательно. И самое главное, я благодарна очень моей маме, потому что папу я практически не видела. С мамой они были в разлуке 8 лет, 4 года тюрьмы, лагерей, 4 года войны. И она сумела сохранить, по крупицам собирала все свои воспоминания, все его записочки, все его письма, все даже листочки отдельные, на которых какие-то он мысли свои записывал. Она все это сохранила, она все записала. И когда я коснулась вот этих маминых воспоминаний, сначала я ведь ничего не знала. Но когда я стала читать мамины воспоминания, по крупицам собирала из разных этих, у меня действительно сейчас есть чем поделиться с людьми, что рассказать о папе, какой он был, кем он был, как они жили, чем занимались, что любили, о чем переживали. Вот это все благодаря маме, конечно. Спасибо вам. У нас в гостях была дочь легендарного поэта-воина Фатеха Карима, Лейля Фатеховна Каримова.